Селям алейкум, здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» программа «Бызым Аккымыс. Наше право» и я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о том, что такое коррупция, какова ответственность за дачу или получение взятки, а также об откатах и конфликте интересов. На вопросы будет отвечать начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Крым Динара Каюмова. Динара Рафиковна, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое коррупция? Зачастую под этим понятием подразумевают дачу или получение взятки. Что еще входит в слово «коррупция»? Определение коррупции дано в Федеральном законе о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 года. Под коррупцией подразумевается злоупотребление должностным положением, коммерческий подкуп, дача получения взятки, любое злоупотребление своими должностными обязанностями с целью извлечения выгод, преимуществ как для себя, так и для третьих лиц. Обязаны ли государственные и муниципальные служащие предоставлять сведения о доходах, о своем имуществе? Как часто предоставляют такие сведения? Сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера ежегодно предоставляются государственными и муниципальными служащими. Также эти сведения предоставляются руководителями всех органов власти и органов местного самоуправления, а также депутатами различных уровней. Сведения о доходах предоставляются депутатами в срок до 1 апреля года следующего за отчетным, а государственные и муниципальные служащие предоставляют сведения о доходах до 30 апреля года следующего за отчетным. Кроме того, у государственных и муниципальных служащих имеется 1 месяц для внесения уточнений в предоставленные сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера. То есть, если должностному лицу станет известно, что он ошибся, либо неверно указал свои сведения, он имеет право в течение месяца до 1 июня внести в свои справки о доходах изменения и уточнения. Какие органы занимаются профилактикой коррупции? Профилактикой коррупции занимаются, в общем-то, все субъекты антикоррупционной политики, органы власти, органы местного самоуправления, организации, учреждения, созданные для исполнения задач, поставленных перед федеральными органами и перед органами исполнительной власти субъекта. То есть каждое должностное лицо, оно обязано, в общем-то, принимать меры по противодействию коррупции, как если это руководитель организации, то в собственных организациях. Если это просто должностное лицо, то должностное лицо обязано соблюдать запреты и ограничения, которые для него установлены антикоррупционным законодательством. Динара Рафиковна, расскажите, пожалуйста, какие органы занимаются также выявлением коррупции, непосредственно фактов коррупции и применением мер? Коррупционные правонарушения у нас бывают различного вида. Это бывают уголовно наказуемые деяния, выявлением которых занимаются непосредственно правоохранительные органы, посредством своих оперативных служб выявляют преступления коррупционной направленности. Административные правонарушения выявляются прокурорами, и только прокурор имеет право возбуждать дела об административных правонарушениях коррупционной направленности. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность должностных лиц за неуведомление о последующем трудоустройстве чиновника. Должностное лицо либо юридическое лицо несет ответственность за несообщение предыдущему работодателю, то есть органу власти либо органу местного самоуправления, о том, что организация принимает на работу бывшего чиновника. Также у нас есть статья 19.28 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность юридических лиц за дачу вознаграждения от имени или в интересах юридического лица с целью получения преимуществ и выгод. Если чиновник, какое-то должностное лицо, был привлечен к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение и уже отбыл наказание, может ли он вернуться на прежнее место работы и занимать какие-либо должности также? Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение преступлений коррупционной направленности предусматривает дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенные должности в органах власти, в органах местного самоуправления, на военной службе, а также в организациях должности, которые связаны с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Данное наказание применяется, как правило, на 3 года. Но вместе с тем хочу сказать, что шансы вернуться на службу у чиновника, отбывшего
наказание за совершение коррупционного правонарушения минимальны. Расскажите, что такое конфликт интересов? В разрезе именно коррупционного законодательства каков порядок урегулирования подобных конфликтов? Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность служащего может повлиять на беспристрастное, законное и правильное исполнение им должностных обязанностей. При возможности возникновения конфликта интересов служащий обязан уведомить об этом своего работодателя. В случае неуведомления служащим о возможности возникновения конфликта интересов он несет ответственность вплоть до увольнения со службы в связи с утратой доверия. Руководитель служащего, которому стало известно о возможности возникновения конфликта интересов, в случае непринятия мер также может быть уволен со службы, наказан за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов. Приведите пример, пожалуйста, какой-то конфликта интересов, чтобы было понятно телезрителям, что это такое. Например, чиновник находится на службе, при этом в его должностные обязанности входит необходимость проведения контрольных мероприятий. Ну, грубо возьмем контрольный орган, который имеет право проводить проверочные мероприятия в отношении юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем у чиновника близкий родственник занимается коммерческой деятельностью. И чиновник, выходя к нему на проверку, либо указывает о том, что не выявил нарушений, либо указывает о том, что выявленные нарушения незначительные, и меры ответственности к нему, в отношении него не принимаются. Но в случае перепроверки выявляются серьезные нарушения, и, в общем-то, мы можем говорить о том, что, проверяя своего родственника, чиновник допустил нарушения, которые связаны с конфликтом интересов. Да, и в случае, если он не уведомил работодателя о том, что он выходит на проверку к родственнику, и его выводы не могут быть беспристрастными, то он за это несет очень серьезную ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. То есть это там, где может быть его личная заинтересованность, да, или заинтересованность его родственника в решении каких-то вопросов, да, связанных с его деятельностью. С его деятельностью, с его служебной деятельностью. Урегулировать конфликт интересов тоже можно по-разному. Во-первых, можно изменить должностные обязанности лица, можно отстранить его от должности, от исполнения данных должностных обязанностей. Ну а в случае несоблюдения требований к урегулированию конфликта интересов, как я уже сказала, его привлекают к ответственности. Является ли нарушением антикоррупционного законодательства тот факт, когда на предприятии работают родственники руководителя предприятия? В вопросах подчиненности руководителю организации мы исходим из того, что он обладает полномочиями по приему на работу, по установлению должностных обязанностей, по премированию, по выплате материальных вознаграждений, ну и, естественно, по увольнению. Поэтому, если в ходе прокурорских проверок мы устанавливаем случаи, когда руководитель при нахождении в подчинении у него родственников, либо его друзей необоснованно начисляет им премиальное вознаграждение, выплачивает материальную помощь, естественно, мы на такие факты реагируем и требуем привести все в соответствии с законом. При проведении проверок прокурорских мы руководителям организаций рекомендуем исключить из прямого подчинения своих близких родственников, а также друзей. Какие запреты или ограничения, или, может быть, вот обязанности также налагаются законодательством в сфере противодействия коррупции на муниципальных государственных служащих? Запреты и ограничения предусмотрены специальными законами, федеральным законом о государственной службе в Российской Федерации и законом о муниципальной службе. Большой перечень запретов и ограничений. Несколько. В части противодействия коррупции, ну, во-первых, запрещено чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью, как лично, так и через доверенных лиц. Кроме того, чиновникам запрещено принимать подарки в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Также муниципальные и государственные служащие обязаны принимать все меры к урегулированию конфликта интересов. Также одним из ограничений является ежегодное предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. То есть деятельность чиновников, она должна быть очень прозрачной, чтобы было ясно, что
государственные и муниципальные служащие живут на трудовые доходы. Также запрещено за счет третьих лиц выезжать в командировки. Ну, в общем-то, очень достаточно широкий перечень. Я думаю, что любое лицо, посвящая себя служению, да, службе муниципальной либо государственной, обязано соблюдать все эти ограничения. Вы упомянули о подарке. А в каком случае подарок считается уже взяткой? Государственным и муниципальным служащим запрещено принимать подарки в связи с исполнением своих должностных обязанностей. В данном случае этот подарок будет считаться взяткой. Допускается дарение подарков при официальных мероприятиях, в служебных командировках, при протокольных мероприятиях. Вместе с тем, все подарки, стоимость которых превышает 3000 рублей, они являются федеральной собственностью, либо собственностью органа государственной власти субъекта, либо органа местного самоуправления, и по акту передаются соответствующий орган. Признаком обычного подарка является наличие неслужебных дружественных отношений. Если же чиновник понимает, что подарок ему даже в день рождения несут за исполнением служебных обязанностей, он должен от него отказаться. В противном случае это будет получением взятки. Расскажите, пожалуйста, об ответственности государственных служащих за коррупционные деяния. Государственные и муниципальные служащие несут различные виды ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ну, во-первых, это дисциплинарная ответственность. В случае, если работодатель устанавливает, что нарушения допущенные неумышленно, то он может привлечь их к дисциплинарной ответственности в виде замечания, выговора, строгого выговора. Если же будет установлено, что допущены нарушения запретов и ограничений на государственной и муниципальной службе, служащего могут уволить в связи с утратой доверия. В случае совершения административных правонарушений, как мы уже говорили, есть административная ответственность, которая предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. В случаях совершения коррупционного преступления есть у нас Уголовный кодекс, который предусматривает ответственность за злоупотребление служебным положением, за превышение должностных полномочий, за дачу, за получение взятки, за коммерческий подкуп, ну и за различные другие виды преступлений. Расскажите, пожалуйста, об ответственности государственных служащих за коррупционные деяния. За коррупционные деяния предусмотрено несколько видов ответственности, от дисциплинарной до уголовной. Дисциплинарная ответственность назначается за, так скажем, незначительные коррупционные проступки. Это может быть замечание, выговор, строгий выговор. В случае установления серьезных умышленных коррупционных правонарушений на службе чиновник может быть уволен в связи с утратой доверия. Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за коррупционные правонарушения, ну и, естественно, Уголовный кодекс предусматривает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Ну, например, за взяточничество максимальный срок наказания до 12 лет лишения свободы, а также штраф кратной сумме взятки. Кроме того, чиновники лишаются права занимать должности на службе и в иных органах на определенный период времени. Скажите, пожалуйста, а можно ли доказать факт коррупции, например, при так называемых откатах? Насколько это сложно вообще сделать? Ну, откат – это вообще разновидность взятки. И выявляется и доказывается точно такими же способами, как и факты получения и дачи взяток. Оперативные подразделения ведут очень большую работу на данном направлении, потому что без применения специальных средств, без специальных знаний и умений оперативных служб, естественно, взятки выявлять нам очень сложно. Вместе с тем, в Крыму одно дело уже... По одному уголовному делу уже постановлен приговор, когда у нас чиновник Минздрава требовал откат в сумме 600 000 рублей за то, чтобы заключить именно с определенной фирмой договорные отношения на поставку высокотехнологичного оборудования. Кроме того, в производстве следственных органов находится уголовное дело в отношении заместителя руководителя одного из лечебных учреждений, который также требовал перечисление определенных сумм денег за то, чтобы фирма была победителем
в конкурсе на поставку медицинского оборудования. Каким образом выявляются вот такие факты? Это вот люди, которых требуют, да, вот перечисление этих средств, они обращаются в следственные органы и подтверждают это. Они обращаются либо в следственные органы, либо в правоохранительные органы. Но, как правило, они обращаются в правоохранительные органы, в МВД по Республике Крым, либо в управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. И путем оперативных мероприятий фиксируются факты совершения преступлений, так называемые откаты. Расскажите, пожалуйста, какие дела коррупционной направленности на сегодня расследуются в Республике Крым и городе Севастополе, касающиеся именно таких вот важных государственных деятелей, муниципальных деятелей в Республике Крым? В настоящее время под следствием находится глава администрации города Феодосии за получение взятки. Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении главы администрации города Керчи, также который получил взятку. Расследованы и уже закончены вынесением обвинительного приговора уголовные дела в отношении министра транспорта Республики Крым. Также осужден за злоупотребление должностными полномочиями первый заместитель министра информации, связи и внутренней политики Республики Крым. Кроме того, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя больницы, которая необоснованно позволила начислить премиальные выплаты своим подчиненным вопреки требованиям закона. Это по больнице Семашко. Скажите, пожалуйста, что является доказательством при получении взятки? Это отпечатки пальцев на деньгах? Выявлением фактов взяточничества занимаются, как я уже говорила, оперативные подразделения правоохранительных органов. Мы все знаем, что взяточничество – это очень латентный вид преступления, его сложно выявить, он не находится на поверхности. Поэтому для того, чтобы установить факт взяточничества, приходится проводить оперативные мероприятия в соответствии с требованиями закона об оперативно-розыскной деятельности. Безусловно, отпечатки пальцев, денежные средства, изъятые на месте преступления, они все являются доказательствами по уголовному делу по взятке. Но здесь необходимо понимать четкую грань между провокацией взятки и, собственно, совершением преступления по взятке. Провокация взятки категорически запрещена законом. Поэтому для того, чтобы выявить преступление коррупционной направленности, должен быть конкретный заявитель, который подвергается вымогательству денежных средств со стороны чиновников. При наличии заявления и при наличии желания сотрудничать с правоохранительными органами такие виды преступлений выявляются. В случае же отсутствия заявления, когда у нас люди скрывают вымогательство чиновников, то, собственно говоря, и доказать факт взятки практически не представляется возможным. Правильно ли я поняла, что касается вот провокации взятки? Это запрещено законом, то есть сотрудник следственных органов не может внедриться, например, в доверие к человеку, да, каким-то образом длительное время с ним общаться, например, и потом под видом вот обычного человека, который хочет каким-то образом решить свои вопросы, предложить ему определенную сумму денег, это все, чтобы было зафиксировано, и на основании этого было возбуждено уголовное дело, и, значит, по факту взятки. То есть вот такое невозможно. Это невозможно при отсутствии подлинной информации о том, что должностное лицо занимается вымогательствами и получением взятки. Запрещено провоцировать чиновников к получению взятки. Динара Рафиковна, время нашей программы уже подошло к завершению. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию и дали полезную актуальную информацию для наших телезрителей. Напомню, мы говорили о том, что такое коррупция, какова ответственность за дачу или получение взятки, а также, что законодательство говорит об откатах и конфликте интересов. На вопросы отвечала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Республики Крым Динара Каюмова. На этом все. До встречи в понедельник в 20:00. Не переключайтесь.